Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 14 января 2021 года. Посмотрим, какой будет день сегодня. Общая карта дня для всех. Валет трифовый. Это карта для овнов, для тельцов, близнецов, раков, львы, девы, весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Результат дня. Итак, сегодня у нас валет червовый. Вальты — это всегда люди, помощники, которые в нашей жизни появляются. Вот, скорее всего, день будет таким, когда без чужой помощи не обойтись. Обязательно нужно соглашаться на помощь или самим, даже, может быть, просить кого-то. Хорошее время для того, чтобы решать любые вопросы с отношениями. Вот не получалось, допустим, долгое время помириться, сегодня получится. Не получалось о чем-то договориться, какой-то контракт заключить, получить предложение какое-то не получалось. Вот сегодня все начинает получаться. Очень хорошая карта для того, чтобы в чувствах разбираться, для того, чтобы говорить о своих чувствах. Эта карта также связана с какими-то обязательствами, взаимными обязательствами, которые мы берем по своей воле. То есть это нас никто не заставляет, мы просто сами хотим в чем-то помочь человеку, да, и вот таким образом себя ведем. А также карта может говорить о том, что сегодня может встреча быть с человеком, который может стать судьбой, да, вот для тех, кто без пары, пока что это вот очень актуальный день вот в этом плане. А также карта может говорить о том, что сегодня будет возможность получать подарки, дарить подарки. Хорошая карта, когда нам приходят деньги от близких людей. То есть это не просто, может быть, то, что мы ожидаем, да, это какая-то неожиданная сумма. Или, может быть, вещь какая-то красивая, которую мы хотели себе приобрести, да. Вот сегодня мы можем получить на нее деньги или, допустим, нам близкий человек эту вещь купит сам, да, преподнесет как подарок. Вот может такое тоже быть. А также эта карта связана очень часто с творчеством, да, это может быть вы что-то создаете сами, делаете руками, да, какую-то красоту, чем-то таким вот особенным занимаетесь, свои таланты выражаете. Сегодня хорошо показывать себя, в общем, не бояться быть оцененными другими людьми, потому что вот как раз нас хорошо оценивают сегодня. Хорошо выставлять свои фотографии в соцсети, хорошо показывать вообще все, что вы умеете, свои таланты, способности. Вот сегодня день такой, когда вот мы всем нравимся, когда вот такая энергия в воздухе, да, витает, что всем хочется друг друга радовать, обо всех заботиться, всех любить и так далее, да, то есть вот очень такой хороший день, рассчитан на то, чтобы мы решили все свои сердечные дела в этот день. Овны, для вас выпадает карта Джокер. У вас день будет, скорее всего, какой-то шоковый, неожиданный для вас. Скорее всего, будет встреча, потому что вот здесь рядом у нас карты мужчина-женщина, да, вот смотря кто вы, овны, да, вот какого вы пола, будет вот встреча с человеком, который противоположного пола с вами. Может быть, здесь какая-то помощь от этого человека, может быть, решение вопроса, от которого многое зависит. Вы можете, допустим, поехать куда-то и встретиться с этим человеком случайно. Вы можете, допустим, пойти учиться, да, и там познакомиться. Ну, в общем, какие-то такие неожиданные ситуации, когда у вас что-то в жизни меняется, они обязательно будут. А также по этой карте очень часто идут поездки, особенно далекие, неожиданные. Это могут быть перелеты. Также карта может говорить о том, что сегодня может быть выходной день, и вы просто забываете о всех своих обязанностях, обязательствах, да, и вот наслаждаетесь отдыхом, свободой. Также вот по этой карте, если вот негативную сторону брать, очень часто бывает, что
люди, которые вот вместе живут, допустим, начинают ссориться громко, да, переходить на крик. Вот очень часто эта карта кричит. Что еще может быть? Может быть, сегодня у вас, уважаемые Овны, день, когда приходит к вам какой-то человек, установщик, да, устанавливает нужную программу, или вы осваиваете какую-то новую программу в сети, да, или еще что-то такое делаете. То, что для вас ново, то, что для вас неожиданно, и, возможно, это даже трудно дается, но это очень много значит для вас. А следующая карта – это Тельцы. У вас дама трефовая выпадает. День будет, скорее всего, очень непредсказуемым, тоже непредсказуемым, как и у Овнов, но только немножко в другой сфере, да. А здесь больше непредсказуемый день в плане отношений. Допустим, вы ожидали от человека одного поведения, а он совершенно по-другому себя ведет. Или он вас разочаровывает, или наоборот, он начинает вам еще больше нравиться. А может быть, кто-то вами начинает манипулировать или обманывать, или еще что-то такое, и все это вскрывается в этот день, да, и вот неприятно вас удивляет. А может быть, наоборот, этот человек, вы ему не придавали значения и не думали, что вообще в нем что-то хорошее есть, он начинает проявлять себя совершенно с другой стороны, да, и вы очень рады тому, что вы с этим человеком знакомы, да, то есть совершенно меняется ваш взгляд на этого человека, на других людей. А также вообще эта карта каких-то начинаний, карта, когда мы прикладываем какие-то усилия, знаете, вот как первые шаги делаем, от которых зависит, вот как дальше пойдет дело. Или, допустим, у вас были какие-то страхи, вы не решались долгое время что-то сделать. Вот сегодня замечательный день, вы просто сегодня как-то легко преодолеете вот то, что раньше вам не удавалось. Также карта может говорить о поездках недалеких, возможно, и может быть о давлении какого-то человека на вас, да, кто-то может вмешиваться или давить на вас. Также здесь предупреждение о том, что нужно быть осторожнее с острыми предметами. Если, ну, как бы какая-то критическая ситуация, да, это там на дороге будьте осторожны, когда берете в руки там нож, допустим, будьте осторожны и так далее. Но также это может проиграться и с положительной стороны. Удачно, допустим, сделать стрижку, да, или удачно заняться какой-нибудь там скульптурой, когда вот мы от какого-то куска материала отрезаем лишнее, да, и вот у нас что-то получается. То есть когда вот мы как бы нож, вот какие-то режущие предметы опускаем на благо себе. Хороший день для того, чтобы операцию, допустим, сделать, если она у вас запланированная. Так, следующая карта для близнецов. У вас, уважаемые близнецы, десятка червовая. Это карта друзей, это карта людей, которым можно доверять. Знаете, вот вся жизнь поворачивается к нам лицом. Люди совершенно, может быть, незнакомые вдруг начинают помогать. У нас очень теплые отношения сегодня с окружающими людьми, даже с теми, вот от кого мы этого не ожидали. А также карта может говорить о том, что сегодня вы убедитесь в том, что ваш партнер вам верен. Вот будет прям какая-то ситуация, что вам это станет ясно, да, или вам придется доказывать свою верность другу, партнеру, каким-то людям, организации, да, вот что-то, какая-то проверка такая может быть. Также по этой карте очень часто идут подарки, да, преподнесение подарка какого-то, покупки. Очень часто по этой карте идут не просто подарки какие-то ценные, да, а просто красивые, ну, допустим, цветы или украшения, в общем, может быть, просто что-то вкусное, там, мороженое, конфеты, приглашение посидеть в кафе и так далее. То есть вот как-то очень здесь приятно вообще день может проходить, и, скорее всего, вот эта карта мира, если у вас были сложности с людьми, и вы никак не могли наладить отношения, вот можно помириться, очень хорошо вот здесь у близнецов с карты дня, да, сходятся все энергии. Теперь
у нас следующая карта для раков, дама червовая. У вас, раки, перемены какие-то. Может быть поездка срочная, может быть вы уезжаете из дома, возвращаетесь домой, или люди какие-то в вашем доме новые появляются, да. Это может быть даже новый член семьи, да. Это может быть просто друзья, новые знакомые. Также по этой карте очень часто идут вообще важные какие-то поездки, переезды, и даже за границу, да, это не только вот близкие какие-то расстояния. Также по этой карте могут быть какие-то перемены в доме, перестановки, мебель переставили, убрали, допустим, то, что надоело, давно кому-то отдали, продали, новое купили, поставили, да, украсили как-то дом, разобрали елку и поставили что-то на это место другое, да, или привычную обстановку вернули, или что-то новое совершенно, украсили как-то дом. В общем, все, что связано с домом, все, что связано с тем, что у нас внутри дома, это будет тоже сегодня происходить. Также, если говорить вот в общем о дне, да, то это улучшение какой-то ситуации. Знаете, вот есть, допустим, дни, когда мы ходим по кругу. А есть время, когда мы вот просто на ступеньку поднимаемся выше, да, вот входим в какую-то новую ситуацию, и дальше вот опять все продолжается по кругу, то есть мы начинаем привыкать к новому. Так вот, сегодня как раз вот такой день, когда у нас все меняется, выходит на новый уровень, да, и вот дальше мы опять к этому привыкаем. Это может быть от людей новых зависит, это может быть зависит от нашего состояния здоровья, может, мы меняем привычки, может быть, мы меняем режим дня, да, допустим, хотим научиться там меньше есть, и вот, допустим, пытаемся до обеда не есть, и потом только у нас питание, да, вот, а до этого, допустим, вы по-другому совершенно жили, в другом режиме, или, допустим, решаете, что будете ходить в спортзал, и сегодня начинаете, или еще что-то такое важное, да, вот то, что меняет ваш образ жизни, скажем так, да, и, может быть, другие люди начинают как-то по-другому жить, какие-то у них перемены, и на нас это отражается, на вас это отражается, уважаемые раки. Но в любом случае, это хорошая карта, когда какие-то неожиданные перемены к лучшему, да, это белая полоса, светлая полоса всегда начинается по этой карте. Львы, для вас, уважаемые львы, шестерка трефовая, у вас будет тоже день перемен, а скорее всего они будут связаны с отношениями, с любовью. Также карта может говорить о том, что сегодня вы можете как-то растеряться, да, растеряться перед людьми какими-то, перед ситуациями, которые происходят. И, знаете, такое ощущение, что у вас как-то море эмоций, море чувств, и они как противоположны друг другу. И радость, и слезы, и, допустим, какой-то негатив, и что-то положительное. И все это вместе смешивается, и трудно вообще это как-то воспринять, трудно это пережить и привыкнуть к этому состоянию. Да? И поэтому обычно в такие моменты мы впадаем в какой-то ступор, не знаем, что делать, не знаем, что сказать, что предпринять и так далее. А также по этой карте мы можем что-то кардинально менять. Мы можем менять что-то в доме, допустим, выбрасывать какие-то вещи, продавать какие-то вещи, которые нам уже не нравятся. А мы можем делать ремонт, причем такой серьезный, да, вот одни стены остались голые, да, и вот у нас все как бы заново, да, то есть все выбросили, все убрали и начали вот заново, скажем так. Хорошая карта для того, чтобы заняться какими-то силовыми, допустим, видами спорта, там, боксом, борьбой, самообороной и так далее. Может быть, вот кто-то будет заниматься там автомотоспортом, да, вот чтобы прям действительно научиться хорошо машину водить. Кто-то начнет, допустим, музыкой заниматься, ну, такой современной, это или джаз, или что-то такое, знаете, как какие-то вот... Когда вот музыка, которая собирает большое количество людей, много грома, много шума, да, вот что-то такое. Может быть, кто-то на такие концерты сегодня попадает. Что еще тут может быть? Может быть, кстати,
ситуация либо закрытия кредита, либо наоборот вы сегодня получаете кредит, и это надолго, да, то есть это надолго, это нужно будет вот эти обязательства как бы выдерживать еще долгое время, да, то есть выплачивать нужно будет долгое время. И еще, знаете, вот по этой карте мы часто можем обманывать себя, то есть вот происходит что-то в нашей жизни, а мы, ну, как бы остаемся оптимистами такими, то есть обманываем себя, вот в сказке в какой-то живем. На самом деле, вот сегодня нужно обязательно смотреть на все реально, да, если что-то происходит, значит, это нам надо, значит, нам это на благо, надо это принимать и думать, как с этим жить, что с этим делать, потому что жизнь реально меняется, и цепляться за старое и оставаться вот в прошлом, да, вообще смысла нет. Наоборот, если что-то приходит в нашу жизнь, значит, это на счастье, значит, это к лучшему. Значит, нужно входить в это состояние, входить в это положение и уже двигаться вперед, в будущее. Вот такой день очень даже непростой для вас, уважаемые львы. И вообще старайтесь, вот когда такие у вас дни, уважаемые львы, старайтесь свою вот эту львиную сущность проявлять, старайтесь показывать себя лицом, говорить о своих проблемах другим людям. Когда вы выговоритесь, когда вы покажете свою проблему всем, вам станет легче, сразу станет понятно, что делать. Вам даже никто советовать ничего не будет, вы сами все поймете, вам станет легче. Следующая карта для Девы, девятка пиковая. У вас, уважаемые Девы, будет день такой, знаете, либо остановки в чем-то, да. Может быть, вы сами остановитесь, просто захотите отдохнуть, да, просто всю работу в сторону. Сейчас я хочу побыть там в одиночестве, побыть в четырех стенах, заняться каким-то делом, которое требует такого кропотливого труда, сосредоточения, да, может быть, это учеба, может быть, это еще какие-то важные дела. Также карта, кстати, это такая стабильность, да, когда у нас с деньгами все хорошо, то есть мы как бы лишнего не тратим, но в то же время нам на все хватает, может быть, даже сумма какая-то приходит, может быть, кстати, от членов семьи какие-то деньги приходят. И еще эта карта, когда у нас море сил, но нужно их ну, как бы рассчитать, да, распределить правильно, потому что мы можем, допустим, потратить эти силы на какие-то мелочи, а потом на что-то важное не останется. Да. Вот важно сегодня все распределить, расписать, чтобы все было по списку. Кстати, хороший день для приобретения недвижимости, для того, чтобы вот крышу над головой получить. Это может быть, допустим, даже кто-то получает жилье, да, от организации. Сейчас я не знаю, такое происходит или нет, но вот по этой карте иногда бывает такое, что человек, допустим, поступает на работу, ему дают там какую-то комнату, да, или еще что-то такое от организации именно. А также здесь может быть ситуация, когда вас оценят ваши заслуги и может быть какое-то продвижение в карьере, ну, либо просто признание. Так, что еще? Может быть, кто-то из дев поедет к морю. Вообще какая-то тема воды, да, вот, может быть, это действительно поездка-прогулка какая-то, вот у реки, да, у воды, а может быть, это просто тема такая воды, ну, допустим, какой-то интересный фильм, да, как раз про море, там, какой-то перелет за океан или еще что-то такое, да, вот что-то такое с водой происходит. А, кстати, может быть, это и даже в вашем жилье что-то с водой, ну, допустим, отключили воду на какое-то время, да, неожиданно, вы совершенно не знали об этом, то есть вы вынуждены передвигать как-то свои дела, там, часы, вот, которые были предназначены для чего-то, да, вот, может быть, будете передвигать. Может быть, нужно будет вызывать, допустим, мастеров, сантехников или еще что-то такое. Но будем думать, что здесь не проиграется это. Пусть будет все хорошо и все у всех работает. И ничто нас не отрывает от дел. А следующая карта – это для весов, десятка трефовая.
У вас день очень мощный, уважаемые весы. Скорее всего, здесь будет какая-то либо сделка, либо соглашение с каким-то человеком, либо обращение в банк. Допустим, вы обращаетесь за кредитом, вам могут одобрить вполне, да. Может быть, уже сделка заключена. Может быть, люди появляются, которые вас могут продвинуть в работе, в делах. Подарки могут приходить, прямо в ваш кошелек могут деньги приходить, на карточку деньги приходят. Какая-то удача, везение, не обязательно денежная, да. Кстати, вот по этой карте очень часто и недвижимость тоже приобретается. Ну, у кого-то, может быть, из весов произойдет такое, нас много. Так, что еще может быть? Обращение в администрацию, в налоговую, какие-то государственные учреждения. Допустим, запрос на то, чтобы выплатили какую-то компенсацию или еще что-то такое. Или вам уже ее выплатят, принесут, да. Что еще может быть? Решение вопросов со здоровьем. Это, кстати, карта крепкого здоровья. Это карта таких мощных энергий, мощная сила. Да, кто болел, тот выздоравливает. Или в крайнем случае находится хороший врач, который правильно определяет проблему, назначает правильное лечение. И вот вы уже в скором времени будете здоровы. Хорошее время для того, чтобы наладить правильное питание. Может быть, такой хороший режим для себя выбрать, как бы, когда активности достаточно, да, как присутствует активность в течение дня обязательно. Так, кстати, хорошее время для того, чтобы увеличивать свою силу. Это может быть занятие йогой, это может быть поход в спортзал или просто там пробежка, допустим, с утра или вечером, как вы любите, да, это вот вас очень даже усиливает. Также могут люди вас усиливать, которые вдруг появляются рядом, или это ваши друзья, или это ваша семья. Что-то от семьи может приходить, либо поддержка вот моральная, либо материальная, но тут больше с материальным связано. Какие-то материальные дела решаются очень удачно и успешно. Так, следующая карта для скорпионов. У вас король бубновый выпадает. У вас, уважаемые скорпионы, сегодня просто счастливый день. Будет удачи, вот просто море. Будет у вас, скорее всего, ситуация удачной покупки. Может быть, вы выступите как эксперт, да, к вам обратятся за помощью, за советом, за консультацией, и вы, кстати, можете на этом хорошо заработать, либо тут просто ваше доброе имя будет затронуто, да, и в дальнейшем это будет деньги приносить. Хорошее время для поездок каких-то, ну, здесь, знаете, поездки какие-то на отдых, может быть, коммерческие какие-то поездки, ну, когда вот нам комфортно, когда мы можем потратить даже на себя какую-то сумму, да, очень приятную. Также здесь с психологическим состоянием порядок, такое ощущение себя вот на своем месте. Может быть, кстати, захочется сегодня узнать что-то новое, поучиться чему-то, да, вот какие-то знания приходят, которые вас очень-очень продвигают. И эта карта также связана с модой, с красотой. Не просто, вот знаете, вы покупаете какую-то одежду, а какую-то, допустим, марку определенную, бренд или еще что-то такое, да, вот именно с модой, с современными какими-то тенденциями и так далее связано. Так, следующая карта у нас для стрельцов, восьмерка бубновая. У вас, уважаемые стрельцы, решается какой-то важный вопрос, решается какая-то проблема. И, скорее всего, будет такая ситуация, когда придется от чего-то отказываться или от кого-то отказываться. Но вы удивитесь, буквально тут же, может быть, в этот же день приходит на место вот этого старого ненужного, приходит новое и полезное вам. Да? Это может быть дело, работа, это может быть какой-то финансовый источник, это может быть человек, допустим, один друг вас там предал, ушел, другой тут же появился человек. Да? То есть вот всяко бывает. Вот у вас, уважаемые стрельцы, сегодня такой день непредсказуемый и очень важный. Он прям будет влиять на дальнейшее, на будущее. Также карта может говорить о том, что у вас сегодня ну, много, во-первых, неожиданностей, во-вторых, это карта судьбы. Все, что сегодня происходит, это по судьбе, это кармические какие-то
случай, это, ну, как бы это последствия того, что вы сделали раньше. Но тут уже все зависит от нас, да, что мы натворили. Хорошее натворили, будет хорошее приходить, плохое натворили, будет, значит, приходить то, что заслужили. Но с другой стороны, вот по этой карте очень важно что? Осознать. Осознать, если мы что-то сделали неправильно, осознали, и у нас как бы судьба смягчается, или, может быть, даже вообще события отменяются. Вот пока еще не наступили последствия, вспомните, может быть, вы в ближайшее время что-то такое плохое сделали, может быть, кого-то обидели, да, вот нужно осознать, и этого, может быть, будет достаточно, чтобы отменилось какое-то плохое событие. А так вообще карта удачная, открывается какая-то новая возможность. Вот особенно, знаете, бывает так, мы верим, что человек сам свою судьбу делает, да, и у нас, может быть, так и получалось, мы старались и получали результаты, а вдруг наступил период, когда вот мы вроде бы стараемся, много что делаем, а результата никакого нет, и мы начинаем терять веру в себя. Так вот, сейчас вот то, что вы делали раньше и не получалось, оно вдруг получит какое-то разрешение, продолжение, уйдет какая-то проблема и откроется возможность. Так, следующая карта. Кстати, по этой карте очень часто ключи получают на квартиру. Допустим, вложили деньги в строящееся жилье и, допустим, или заморожено оно было, или просто затягивали сроки. И тут вдруг вам говорят, что все, вы можете ключи забрать. Очень часто по этой карте такое бывает. Так, восьмерка червовая для козерогов. У вас, уважаемые козероги, день трудный для вас, потому что вы не любите разного рода разговоров на тему отношений, да, ты меня любишь или не любишь, как ты ко мне относишься, и что ты чувствуешь, и так далее. Вы не любите вот этого, и эти разговоры вас будут сегодня донимать. Но, скорее всего, нужно все-таки решить вот вопрос, который назрел в отношениях, потому что дальше откладывать нельзя, иначе будет потом проблема. Тем более рядом туз пиковый, да, и восьмерка бубновая. Вот не старайтесь сегодня, козероги, уходить от вот этих вопросов, тем, связанных с отношениями, потому что иначе потом вы себе создадите проблемы. Нужно решить, да, то есть если что-то кого-то не устраивает, нужно поговорить, объясниться и решить, как дальше быть. Может быть, нечаянно обидели кого-то, да, тоже человек выскажет это, лучше просто извиниться, не защищаться, да, а вот как-то очень мягко постараться сегодня обходиться с людьми, потому что, может быть, им как-то тяжело, а вы этого не чувствуете, да, вот, то есть просто вот разумно так подойдите к этому вопросу, чтобы не разрушать отношения. Также здесь карта связана с какой-то заботой, да, может, кому-то потребуется от вас забота, может быть, даже в плане финансов придется что-то покупать для другого человека, может быть, это дружеская какая-то поддержка. Также здесь ситуация с питанием, с едой, да, что-то, может быть, не знаю, будете готовить специально для какого-то человека или закупать продукты кому-то. Также здесь может быть ситуация, связанная с недвижимостью, да. Может быть, ваша недвижимость, может быть, вы кому-то будете помогать в этих вопросах. Очень часто по этой карте решаем вопросы родителей, особенно отца. Так, что еще здесь важно? Может быть, вы, уважаемые козероги, сегодня будете на каких-то мероприятиях, там, где вот много творчества, много красоты, да, вот люди как-то себя демонстрируют, свои таланты. А следующая карта для водолеев. Туз пиковый выпадает вам, уважаемые водолеи, и у вас, скорее всего, будет какое-то знакомство. Знакомство очень важное. Это, скорее всего, тема, связанная либо с прошлыми какими-то... Вот, смотрите, это прошлые отношения, и вы через них можете познакомиться с новыми людьми, да, то есть, допустим, ваш прошлый друг может познакомить вас с кем-то, кого вы еще не знаете. Также это карта, когда вмешиваются в нашу жизнь другие люди. Вмешиваются, может быть, даже без нашего согласия и без нашего разрешения, да, то есть здесь нужно
возможно, говорить «нет», давать отпор, ставить все на место и так далее, да, стучать кулаком по столу и так далее. Возможно, придется вот показать другому человеку, что можно делать с вами, да, что нельзя. А также эта карта может говорить о том, что сегодня будет день, связанный с домом, украшением дома, покупками, подарками. Так, что еще здесь может быть? Какие-то дела, связанные с красотой, красивая одежда, наведение порядка в доме, как-то украшение дома. Может быть, здесь кто-то будет заказывать, допустим, одежду, пошив, да, на заказ будет шить одежду. Или сам, или кому-то, может быть, вы решите заказать. В общем, вопросы красоты тут решаются, вопросы внешности, это салон красоты, может быть, вы посещаете, если вы девушка. Так, что еще? Сегодня может быть какая-то вечеринка, знаете, вот больше здесь как-то женщины собираются, да, такой девичник какой-то, именно подруги собираются. Так, следующая карта для рыб. Валет трифовый вам выпадает, уважаемые рыбы, и у вас будет, скорее всего, какие-то изменения в ближнем круге. Люди, которые рядом с вами, либо меняются как-то, да, вот непривычно себя ведут, переходят границы, могут спорить, кричать, что-то доказывать вам. В общем, не очень приятно вести. Или, может быть, вы сами как-то можете проявлять себя негативно, ну, допустим, вы чувствуете, что зависите от своего партнера и начинаете, допустим, его уговаривать что-то для вас сделать, да, а он может сопротивляться. То есть, ну, как-то вот не очень так может быть хорошая ситуация. А также карта может говорить о том, что сегодня может быть какое-то поведение будет у ваших близких, ну, неприемлемое, скажем так. То есть, ну, так, как с близкими людьми себя не ведут. И вот, возможно, вам придется даже и либо отказаться от общения с кем-то, если это человек, ну, не очень важный в вашей жизни, либо придется прям ставить какие-то ультиматумы, да, для того, чтобы как-то человека остановить. То есть придется как-то вот кардинальные какие-то меры принимать. Также по этой карте идет иногда переживание какое-то, да, вот, допустим, что-то хотите сделать, не получается, и переживаете по этому поводу. Может быть, допустим, с работы не получается, да, или не получается заработать столько денег, сколько хотите, не получается свои таланты как-то вот показать, сделать так, чтобы вот ваши способности как-то оплачивались хорошо, да, вот, и вы можете из-за этого сегодня переживать. Но вообще вот эта карта говорит о том, что все вот эти вот внутренние переживания, они противопоказаны. Для того, чтобы не наживать себе проблем и болезней, нужно вот при любом таком состоянии внутреннего такого дискомфорта, нужно сразу переходить к каким-то внешним действиям. Да? Это пробежка, это какие-то, может быть, виды спорта, может быть, силовые, да, может быть, даже просто элементарные танцы какие-то или еще что-то такое, вот, что вас разгрузит именно через движение. Вот не оставляйте внутри себя вот эти все переживания. Позаботьтесь о себе обязательно. Так, что еще? Может быть, кстати, очень много дел. Если, допустим, никаких переживаний, никто тут вас не обижает, то очень много дел просто... Причем дела такие мелкие, да, которые забирают много сил, но и без которых обойтись нельзя. Карта результата дня валет, тоже валет бубновый. Здесь будет какая-то... Кстати, вечер будет активный. Скорее всего, либо будете обсуждать очень острые какие-то вопросы, которые назрели с близким кругом, да, или, может быть, будете
добиваться какого-то внимания. Может быть, какой-то человек к вам холодно относится, а вы будете стараться привлечь его внимание, что-то ему объяснить, доказать и так далее. А также карта предупреждает от быстрой езды. Ни в коем случае не спешите за рулем сегодня вечером. И будьте осторожны с острыми предметами, потому что вот валет бубновый, он как раз предупреждает, да, о том, чтобы мы были осторожны. Ну и, конечно, в отношениях вот колкие слова, грубые слова лучше не произносить, потому что потом трудно будет это исправить. То есть вы сказали слово, и все, и отношения закончились, вот как будто вы их, ну, как бы пресекли этим. А потом можете пожалеть. Поэтому также по этой карте вообще какие-то неожиданности происходят. События даже приятные, но они нас шокируют как-то. Вот такой день будет, дорогие друзья. Всего вам доброго желаю. Пусть все самое лучшее сбывается. Всего вам доброго. До новых встреч. Не забывайте писать свои комментарии, как у вас прошел день.